В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске обсудили поправки к законам о налоге на НДС и о государственной пошлине. Репортаж заседания сессии парламента. Одной проблемой меньше: в селе Багмаран начали укладывать асфальт. Поздравления в Международный женский день. Как в Абхазии отметили праздник. Состоялась очередная сессия парламента Абхазии. На повестке дня 6 вопросов. Парламентарии обсудили поправки к законам о налоге на НДС и о государственной пошлине. Заслушали сообщение председателя Национального банка Абхазии о выборе аудиторской компании для проведения внешнего аудита главного банка страны. Рассмотрели ряд других вопросов. Репортаж заседания сессии парламента Белы Кварчи. 3 вопроса из 6 депутаты отложили. Их еще не обсудили в парламентских комитетах. Представляя поправки к закону о налоге на добавленную стоимость, вице-премьер Дмитрий Сериков отметил, что 2 из них технического уточняющего характера, а 3-я поправка касается освобождения от НДС операций по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии и освобождения от НДС операций, связанных с финансовой помощью, которую оказывает нам Россия. Формально пройдет следующая вещь, что на те деньги, которые нам выделяет Российская Федерация, мы сможем реализовать меньше программ, которые бы мы хотели. Для того, чтобы этого избежать, мы предлагаем внести изменения, и все денежные средства, которые выделяются со стороны Российской Федерации на содействие социально-экономическому развитию Абхазии, освободить от этого налога и, соответственно, в полном объеме направить их на реализацию этих мероприятий. Поправки к закону предварительно были одобрены на заседании профильного комитета, в том числе и в части освобождения от НДС, работ по комплексному плану, и проект был единогласно рекомендован к принятию на сессии парламента. Однако во время обсуждения возникла дискуссия. Это неправильный подход. Во-первых, он дискриминационный по отношению к другим бизнесменам, которые в Абхазии работают. Но почему, если я работаю по программе социально-экономического развития или содействия, я не плачу налогов, а если я строю вам дом, грубо говоря, я плачу налоги. Я не буду голосовать за эти поправки. Считаю, что они неправильные и несвоевременные. Спасибо. Заключены контракты, и если не будет закон принять в ближайшее время, а лучше даже на этой сессии, то не может быть реализована инвестпрограмма. Есть и острые вопросы, которые требуют реализации. И это и дорога, и так далее. Они не будут просто реализованы. Пока мы его не примем, это будет все остановлено. Депутат Канкварчия продолжил дискуссию. Он попросил не забывать, что работы в рамках инвестпрограммы уже начаты, и люди ждут строительства дорог и водопровода. Поэтому тормозить выполнение запланированных мероприятий нельзя. Депутат Леонид Чамагуа заявил, что надо или выполнять закон, или его отменять. Мы уже приняли поправки, после этого мы не раз приняли поправки к поправкам. Сейчас мы принимаем поправки к тем поправкам, которые были к поправкам к этому закону. Это никогда не закончится. Этот закон об НДС, когда мы принимали, практически очень большим, даже конституционным большинством принимали этот вопрос. Сегодня все стали противники этого закона. Другое дело, закон в любом случае всегда можно усовершенствовать, вносить изменения, дополнения и так далее, и так далее, и так далее. Но говорить, что вот вы неправильно сделали. Слушайте, если Кабмин неправильно сделал, мы зачем его принимали тогда? В итоге законопроект был принят в первом чтении 25 голосами «за» при 6 против. Внесение изменений в закон о государственной пошлине представил Дмитрий Шамба. Изменения в закон должны зафиксировать размер государственной пошлины при оформлении наследования транспортных средств, чтобы упростить процедуру и не привязывать госпошлину к стоимости автомашины. Проект закона предусматривает, что при выдаче свидетельства о наследстве транспортных средств взывается государственная пошлина равно 5 МРОТам, то есть 300 рублей, и при выдаче свидетельства на наследование транспортного средства наследникам другим категорий взимается государственная пошлина в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. По этому пункту депутаты особо не спорили и проголосовали в итоге за поправки 25 голосами «за» и 1 голосом «против». Беслан Барателя, председатель Нацбанка Абхазии, сделал сообщение об аудиторе Национального банка по проведению внешнего аудита. Депутаты единогласно утвердили аудитором Нацбанка аудиторскую фирму БДО «Юникон». Парламентарии также провели тайное голосование по вопросу освобождения от должности заместителя генерального прокурора Абхазии Амяни Логуа. На этот раз народные избранники одобрили
утвердили его отставку большинством голосов – 28 против 1. Депутаты также одобрили предложение Аслана Кубахия провести закрытое собрание по поводу криминогенной ситуации в стране с участием руководителей МВД, СГБ и прокуратуры. Генпрокурор попросил неделю на подготовку отчета. Белла Кварча, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В Вооруженных силах Абхазии завершается зимний период обучения по боевой и морально-психологической подготовке личного состава. Артиллерийская группа с вооружением и техникой совершила марш-бросок на военный полигон Цабал. В течение 10 дней артиллеристы проведут учения в полевых условиях. Основные цели и задачи проведения полевого выхода это является совершенствование навыков личного состава во владении штатным артиллерийским вооружением, то есть те навыки, которые были получены в этом периоде обучения, теоретическая подготовка, должны воплотиться в практическую подготовку. Сегодня у здания МВД собрались родственники и сослуживцы полковника милиции Руслана Джелия. Собравшиеся требовали отставки министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзябшева. Поводом для подобных требований стал обстрел сотрудниками ГАИ автомобиля бывшего начальника СИЗО Дранда. Представители митингующих направились к министру Леониду Дзябшеву. После встречи они заявили, что министр выразил сожаление в связи с инцидентом и отметил, что не давал приказа стрелять в автомобиль Джелия. Территорию МВД митингующие покинули только после полудня по просьбе Руслана Джелия, по словам которого решение будет достигнуто с участием президента республики. Напомним, Руслан Джелия освобожден от должности начальника СИЗО Дранда в результате беспорядков в следственном изоляторе в декабре 2015 года. Союз студентов Абхазского государственного университета считает, что каждый студент имеет свою точку зрения и может высказывать ее, но не от лица всей студенческой молодежи. Об этом, в частности, говорится в распространенном заявлении Союза студентов АГУ в ответ на появившееся в социальных сетях заявление от имени студенческой молодежи Абхазии о необходимости проведения референдума. Союз студентов АГУ заявляет, что данный вопрос не обсуждался ни в Союзе, ни на факультетах. Мы принимаем активное участие в различных общественных мероприятиях, в организации и проведении молодежных форумов и конференций, направленных на единение народа, а не на его дальнейший раскол, отмечается в заявлении Союза студентов АГУ. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание, что на абхазском телевидении действует рубрика «Агуанагар. Мнение», в которой представители партии или общественные деятели могут высказать свое мнение относительно актуальных проблем. Сегодня в рубрике «Свое мнение» выскажет известный общественный деятель Беслан Кубахия. Смотрите сразу после новостей. Правительством Республики Абхазия определены категории граждан, которым в 2016 году будут осуществляться компенсационные выплаты по вкладам, зарегистрированным в Сберегательном банке с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. То есть при наличии документа, подтверждающего прохождение регистрации вклада – чек «Авиза». Гражданам, родившимся до 1970 года включительно, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и их наследникам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и их наследникам, наследникам граждан, родившихся до 1960 года включительно. Указанным категориям граждан для получения компенсации необходимо представить в администрацию Сухума и районов республики заявления и оригиналы документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории, выданные органами государственной власти или их нотариально заверенные копии. Село Бахмаран в Гудрипском районе начинается сразу за чертой столицы. Дороги в ближайшем к городу селе были доступны в основном внедорожникам. Но эта проблема, похоже, разрешается. Репортаж Ренаты Шакая. В селе Бахмаран Гулерипского района подготовительная работа по укладке асфальта началась неделю назад. После того, как асфальт начали укладывать, у сельчан появились вопросы по поводу боковой подсыпки дороги и утрамбовки щебня по всей протяженности дороги. Эта работа не была предусмотрена в смете, но администрация Гулерипского района выделила необходимую сумму.
Я выезжал в воскресенье, говорил с руководителями асфальтного завода. Сумма, которая необходима для того, чтобы сделать боковую подсыпку и утрамбовку, порядка 200 тысяч получается. Ну, мы с бюджета района, я говорил сегодня с утра с своим финансистом, он говорит, что сможем мы эту сумму изыскать и выделить им. И думаю, что сейчас они начнут, с завтрашнего дня начнут эту подсыпку, утрамбовку, а в течение 10 дней мы им оплатим эти деньги, это по просьбе жителей. Залатать ямы было невозможно из-за практически полного отсутствия асфальта. Почти 3 километра этой разбитой дороги будут асфальтированы заново. Половина уже заасфальтирована. Ширина дороги 6 метров, толщина асфальтного покрытия 5 сантиметров, как положено по стандарту. Уже 4-й день мы кладем асфальт. Вот. Мы получили 70 миллионов на все дороги. Километр где-то 4 миллиона обходится. Если раньше жители села своими силами пытались привести в порядок этот участок дороги, без устали засыпая ямы щебнем, то теперь, буквально через несколько дней, от этой проблемы они будут избавлены. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В канун празднования Международного женского дня глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария поздравил группу матерей погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии и женщин-ветеранов медико-санитарного батальона. Руслан Ладария вручил им цветы и конверты с деньгами. Глава района отметил, что труд женщины невозможно переоценить. На каждой матери лежит сложная и ответственная задача воспитать достойное поколение. Ветеранам, представителям медсанбата он пожелал крепкого здоровья. Виновницы торжества выразили глубокую признательность за оказанное внимание. Также в честь праздника в Гудаутском доме культуры состоялся концерт, в котором приняли участие местные творческие коллективы и эстрадные певцы. В преддверии 8 марта компания «Аквафон» поздравила с Международным женским днем участниц боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии, работающих сегодня в сфере образования. Материальную поддержку получили 40 человек из районов республики. Церемония прошла в Музее боевой славы столицы. Герой Абхазии, орден Леона и другие высокие награды. Казалось бы, речь идет о мужчинах, ведь война не женское дело. Но бок о бок с мужчинами на защиту Родины встали и женщины. Сегодня в этих людях трудно распознать героев войны. Многие из них в настоящее время работают в сфере образования. Вот уже несколько лет подряд компания «Аквафон» поздравляет их с Международным женским днем. Данная акция компании «Аквафон» проводится уже не первый год. С праздником весны мы поздравляем тех, кто, несмотря на то, что у войны не женское лицо, стал плечом к плечу с нашими отцами и братьями, приближая нам мир над головой. И они по сей день продолжают свою такую благородную миссию, обучая и воспитывая поколение за поколением. И мы очень ценим и помним тот труд, который они сделали для нас и для страны. И желаем им творческих успехов и всего наилучшего в их жизни. С 2007 года компания «Аквафон» в целях реализации социальных проектов, сотрудничая с министерствами, выявляет категории населения, которым особенно нужна поддержка. В этом году вместе с Министерством образования они определили список из 40 человек. Это учителя, преподаватели АГУ, а также сотрудники Музея боевой славы, где и прошла церемония. В их числе и наша коллега, журналист Екатерина Бебия. Каждому из них представители компании вручили подарок в размере 3000 рублей и, конечно же, букеты цветов. Очень приятно, прямо трогательно, что так нас вспоминают, не забывают. Во-первых, это для молодежи пример патриотизма, что наш труд так не пропал. И спасибо всем, кто сегодня такой праздник организовал, такие красивые цветы нам подарили. И это все, конечно, вспомнить очень тяжело, конечно, эти времена военные. Пусть это будет для них, для подрастающего поколения и вообще для народа Абхазии, чтобы это было всего лишь историей. Не первый раз сюда вот так нас приглашают и вот оказывают свое внимание. Всех этих женщин объединила не только любовь к родине, но и работа. Социальная значимость профессии педагога и потребность в ней не ослабевает с течением времени. Оказывая внимание этим людям, преданным своему делу, компания «Аквафон» выражает признательность за добросовестную работу и терпение. Подобные социальные проекты «Аквафон» будет поддерживать и в будущем.
Нала Мукбасайдайба, Абхазское телевидение. 35 роженицам-пациенткам Сухумского роддома в праздничный день 8 марта преподнесли подарки. Букеты цветов и набор косметики для новорожденных им подарили сотрудники Госкомитета по молодежной политике. Неожиданный визит молодых людей для мам, конечно же, стал приятным сюрпризом. Роженицы с недавно появившимися на свет малышами с большим удовольствием принимали подарки и поздравления с праздником. Спасибо большое. Красивые букеты тюльпанов в радость, а косметический набор по уходу за детской кожей в пользу. Инициаторы акции – сотрудники Госкомитета по молодежной политике. Они уверены, внимание матерям и их детишкам необходимо уделять не только в праздничные дни. Нужно отметить, что комитет осуществляет программу по поддержке молодых семей. В течение прошедшего и наступившего года оказана материальная помощь нескольким десяткам молодых людей для организации свадебных торжеств. Молодые мамы признались, что сюрприз к Международному женскому дню удался на славу. Ведь приятно, когда к многочисленным поздравлениям с рождением ребенка присоединяются и поздравления с праздником. Асида Мали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.